Итак, первое, да, можно перелистнуть сразу слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот. Итак, первое, я хотела бы вам рассказать вообще, что сейчас с нами происходит, что означает собой режим чрезвычайного положения. Как вы видите на своих экранах, это временная мера, вводимая на всей территории, либо в ее отдельных местностях. По состоянию на сегодняшний день у нас чрезвычайное положение введено не по всей территории Кыргызстана, а только в отдельных городах и районах. Это особый режим деятельности всех структур государственных, в том числе организаций частных, коммерческих, некоммерческих, независимо от форм собственности и от организационно-правовой формы своей деятельности. Этот режим также распространяется и на граждан, независимо, это граждане Кыргызстана или иностранных. Временная мера и особый режим, в рамках которого допускается соразмерное и обоснованное отдельные ограничения прав и свобод. Вот. И это к тому вопросу, почему вот мы обязаны все вот эти меры, которые государство в лице генерального штаба, в лице комендантов, в лице президента и так далее, принимаются сейчас ограничительные меры. Это меры, предусмотрены законодательством, и эти меры указаны и в указе президента о введении чрезвычайного положения, и в самом Конституционном законе о чрезвычайном положении. Далее, можно следующий слайд? Даниэр. Да, теперь я бы хотела перейти непосредственно к нашей теме. Что делать с договорными отношениями? У всех есть договоры, есть обязательства по этим договорам. И в связи с этой ситуацией, патовой, в связи с чрезвычайным положением, да даже начиная из чрезвычайной ситуации, уже возникли определенные трудности у бизнеса с исполнением этих обязательств. Хотела бы сделать небольшую ремарку. Если я буду говорить обязательства, это и ваши обязательства — это то же самое, что обязательства в ваших договорах. Просто Гражданский кодекс, он использует слово обязательство, такое более общее понятие, более расширенном формате. Что нам делать, если наступил форс-мажор для вас, другими словами, и вы не можете исполнить эти обязательства? Во-первых, в рамках чрезвычайного положения возможно два варианта как минимум. Первое — это освобождение от ответственности вследствие непреодолимой силы или форс-мажора. Об этом мы будем более подробно чуть позже говорить. И второе — это прекращение обязательства в связи с невозможностью его исполнения, либо на основании акта органа государственной власти. Теперь давайте поговорим более подробно об освобождении от ответственности. Прошу следующий слайд, Даниэль. Итак, вы видите, что у нас имеется часть 2 и 3 статьи 356 Гражданского кодекса, которые устанавливают, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательства. То есть если у вас есть неисполненное обязательство по договору, это является вашей обязанностью доказать, что вы не исполнили это обязательство именно вследствие того, что у вас были объективные причины. И на данный момент это причина — наступившее чрезвычайное положение. Итак, если вы обратите на 3 часть, то здесь указано, что вы освобождаетесь не от самого обязательства, а именно от ответственности за неисполнение обязательства. В этом плане очень часто у нас предприниматели путаются. Сразу же с первых дней ЧС мне стали звонить клиенты и спрашивать: вот у нас же теперь чрезвычайное положение, у нас форс-мажор, значит, я могу не платить, значит, я могу не отправлять товар, значит, я могу что-то не делать. Но здесь нужно четко понимать, Гражданский кодекс, говоря о форс-мажоре, о том, что вы освобождаетесь от ответственности. Есть разница между обязательствами и ответственностью. То есть, грубо говоря, если у вас была обязанность оплатить за товар или за услугу в определенные сроки, либо поставить товар, либо оказать какую-то услугу, в этом случае от самой обязанности вы не освобождаетесь, вы освобождаетесь только от ответственности. Что это за ответственность, мы будем говорить в следующем слайде. Итак, обратите внимание, что нужно не
просто сослаться, да, или сказать, ну, это само собой разумеется. Все знают, что в Бишкеке у нас карантин, что у нас чрезвычайное положение. Нет, индивидуально по каждому договору наступление форс-мажорных обстоятельств должно доказываться. То есть вы, если у вас есть текущие договоры, вы должны занимать проактивную позицию и заранее предпринять все необходимые меры. Пошагово, что вам нужно сделать и что мы рекомендуем, это мы тоже будем об этом говорить. Можно следующий слайд, пожалуйста? Итак, как я ранее сказала, вы освобождаетесь не от самой обязанности, а именно от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей. Какие виды ответственности это могли бы быть? Ну, во-первых, вам нужно посмотреть обязательно свои договоры и проанализировать на предмет, какие виды ответственности были в нем установлены. По умолчанию есть следующие виды ответственности. Это неустойка, она может быть установлена в виде пени, это определенная санкция, которая начисляется, исходя из количества дней, там, часов и так далее. То есть она имеет место быть, увеличиваться и определяется до того момента, пока вы не исполните это обязательство. Либо штраф — это какая-то фиксированная санкция, которая в вашем договоре предусмотрена. Обратите внимание, что даже если в вашем договоре не установлена так называемая договорная неустойка, то есть ничего нету про пеню или про штрафы, неустойка у нас предусмотрена Гражданским кодексом, то есть она определяется по учетной ставке НБКР. Вот, поэтому при наступлении форс-мажорных обстоятельств вы не уплачиваете неустойку, то есть за просрочку оплаты, за просрочку поставки вы можете не нести эту ответственность в том случае, если вы докажете, что конкретно этот форс-мажор, чрезвычайные положения повлияли на надлежащее исполнение ваших обязательств. Также вы можете быть освобождены от ответственности по возмещению убытков. Это в том числе реальный ущерб, либо упущенная выгода. Такие требования кредитор к вам тоже не может предъявлять в случае, если вы докажете наступление форс-мажора конкретно по вашему договору. Уплата процентов — это применительно к денежным обязательствам, согласно 360 статье. Здесь имеется в виду, когда вы продержали оплату, присвоили чьи-то средства и не вовремя производите оплату, тем самым пользуетесь чужими денежными средствами. Даже если этой нормы у вас не было закреплено в договоре, это есть в Гражданском кодексе, но при том случае, если вы форс-мажор докажете, эта санкция тоже не применяется. Также у вас в договоре могут быть предусмотрены иные меры ответственности, которые вы предусмотрели, и эти меры ответственности также не будут применяться в случае доказанного форс-мажора. Даниэль, пожалуйста, следующий слайд. Итак, какие же действия вы можете совершить? Во-первых, как вы увидели ранее, основанием для освобождения от ответственности является именно доказанный форс-мажор. И в этом случае вы сами должны озаботиться этим вопросом и совершить все необходимые действия. То, что мы рекомендуем. Первое — это сформировать реестр своих договоров, в том случае, если вы его ранее не вели. Прямо в табличку Excel забить все свои договоры с указанием сроков, какие у вас основные моменты по этому договору. Второе. Обязательно нужно проанализировать каждый текст договора на предмет влияния режима чрезвычайного положения на исполнение ваших обязательств. Если вы применяете типовые договоры, и вы знаете, что вы со всеми категориями своих клиентов применяли один типовой шаблон, тогда вы можете, в принципе, изучить только этот свой шаблон. Но если в вашей практике вы не применяете один типовой шаблон, и, как правило, либо вы скачиваете договоры с Google, либо вам ваши контрагенты предоставляют свой типовой шаблонный договор, и вам приходится его подписывать, тогда в этом случае я вам советую проанализировать каждый договор, буквально каждый договор. И вам необходимо отсортировать, сделать небольшую сортировку, градацию этих договоров. По какому принципу? Исполнимо или неисполнимо? Например, этот договор я могу исполнить даже в режиме в текущей ситуации, в режиме ЧС. Это значит одну стопочку. Я не могу исполнить, потому что для этого необходимо мое физическое присутствие где-то или иные моменты, да, которые сейчас я не могу осуществить.
И также, возможно, третью вы стопочку себе сделать, это исполнимо сейчас, но станет неисполнимым при условии, что чрезвычайное положение продлят. Вот. То есть вы можете сами себе придумать градацию, ну, общеисполнимые договоры и неисполнимые. Исполнимые договоры, соответственно, мы дальше продолжаем исполнять. Какие то могут быть договоры? Например, если у вас IT-компания, вы осуществляете разработку, или вы оказываете консультационные услуги. Все эти моменты вы можете осуществлять по интернету, по электронной почте, и поэтому говорить о том, что чрезвычайное положение каким-то образом сделало невозможным исполнение этих видов обязательств, мы не можем. Соответственно, по таким договорам мы не можем ссылаться на форс-мажор и не исполнять обязательства, либо просить освобождения от ответственности. Третий шаг. Я бы рекомендовала вам отсортировать, уже сделать такую субсортировку из числа неисполнимых договоров и разделить их по видам положения о форс-мажоре. Как правило, в каждом договоре в разделе «Ответственность» есть последние там 1, 2, 3 пункта, смотря кто как составляет договоры. Именно о форс-мажоре там указывается, что сторона, подвергшаяся форс-мажору, освобождается от ответственности. Хорошо, если у вас прописаны более четко случаи форс-мажора, какие вы будете признавать, потом четко прописаны дальнейшие ваши действия, то есть в течение какого периода вы должны уведомить своих контрагентов, в каком порядке, какие будут дальнейшие действия. На случай, если этого всего вы не найдете, в любом случае есть положение Гражданского кодекса, на которое вы можете ссылаться. Итак, вы можете отсортировать свои неисполнимые договоры на следующие категории. Это нет упоминания о форс-мажоре, то есть в тексте совсем ничего не содержится. Второе, Б-категория, это есть упоминание и требуется уведомить контрагента, но разбить на подвиды в зависимости от срока уведомления. То есть там просто есть упоминание, что сторона должна уведомить, и у кого-то в течение 10 дней, у кого-то в течение 30 дней, у кого-то в течение месяца. Таким образом, вы можете разделить, да, есть упоминание о форс-мажоре, но оно такое коротенькое, на 1-2 строчки, или 1, 2, 3 пункта, и формулировка довольно-таки общая. И третья категория, это и при этом требуется заключение торгово-промышленной палаты, вернее, сертификат о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Как правило, такие оговорки содержатся в договорах поставки, в договорах, внешнеторговых договорах, международных поставках. Там, как правило, такие пункты обязательно имеются. Можно следующий слайд. Следующий, четвертый шаг. То есть первый мы проанализировали, отсортировали на исполнимые и неисполнимые. Далее среди неисполнимых договоров мы отсортировали на 3 категории. Договоры, в которых ничего не указано о форс-мажоре, договоры, в которых указано о форс-мажоре и есть необходимость уведомления, так называемого простого письменного. И третья категория – это уведомление с предоставлением сертификата торгово-промышленной палаты. Итак, по категориям А и Б, даже если у вас ничего не прописано про форс-мажор, в любом случае я вам рекомендую уведомить своего контрагента о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Порядок и сроки обычно прописаны в договоре. Если они не прописаны, в любом случае сделайте это как можно скорее, даже после окончания этого вебинара. Под тем договором, где указано, что необходимо предоставить сертификат торгово-промышленной палаты, до того, как направить уведомление, вам необходимо обратиться в торгово-промышленную палату за предоставлением сертификата о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Сразу скажу следующее. Важно, чтобы во всех уведомлениях вы могли расписать причинно-следственную связь между наступившим режимом чрезвычайного положения и невозможностью исполнения или надлежащего исполнения обязательства конкретно по вашему договору. Смотрите, нельзя просто сказать, ну, мой контрагент и так знает, что сейчас у нас ЧП, об этом все знают и в Кыргызстане, и в мире. Тем не менее, кроме де-факто, нужно и юридическую сторону привести в соответствие, то есть обязательно совершить все те необходимые юридические действия в виде составления уведомления, в виде получения соответствующего сертификата ТПП, если это требуется. То есть уповать на то, что всем и так это все понятно, нельзя.
В юридических делах мы должны руководствоваться именно, стараться подкреплять все свои доводы письменными доказательствами, и исполнение своих обязательств обязательно должны подкреплять письменными доказательствами. Поэтому мы обязательно прописываем, почему и каким образом именно это чрезвычайное положение повлияло на исполнение моих обязательств по конкретному договору. Расскажу на примере своей компании. У нас есть несколько видов услуг, да, и, допустим, есть вид услуг, там, не знаю, лицензирование или судебное представительство. Вот по тем договорам, по которым мы должны были оказать услуги по судебному представительству, либо по лицензированию, да, это лицензирование под собой подразумевает, что мы должны передвигаться по городу, собирать определенные документы, направлять их и подавать в государственные органы. Государственные органы на сегодняшний день работают удаленно. Вот. В связи с этим для надлежащего исполнения обязательств у нас возникает трудности, и этот режим чрезвычайного положения делает невозможным исполнение наших обязательств. Вот по таким договорам я могу расписать, что действительно это повлияло на исполнение моих обязательств. Но есть другие виды договоров, например, об оказании консультационных услуг, либо о проведении каких-то исследований. По таким договорам я не могу апеллировать на ЧП, и я не могу говорить о том, что чрезвычайное положение каким-то образом повлияло на ход оказания этих услуг. Поскольку интернет у нас в Кыргызстане действует, электричество у нас есть, у нас там ни землетрясения, ни какие-то стихийные бедствия, чтобы не было никаких средств связи. Средства связи у нас работают в штатном режиме, и поэтому оказывать консультационные услуги, проводить исследования я могу, и, следовательно, по таким договорам я не могу апеллировать на наступление ЧП. Поэтому вы тоже должны для себя проанализировать прям буквально каждый договор. Могу ли я использовать и исполнить обязательства по этому договору или не могу? Действительно ли влияет ЧП или нет? Поскольку ваш контрагент всегда сможет возразить в отношении того, что для вас наступление чрезвычайных положений действительно являлось обстоятельством непреодолимой силы при исполнении каких-то обязательств. Второй момент. После того, как вы отправили уведомление, желательно и настоятельно рекомендуется зафиксировать факт получения уведомления контрагентом. Это очень важно, потому что с этого момента тоже начинают течь определенные сроки. Как это сейчас делать? Либо вы по почте отправляете, если у вас почтовое отделение рядом есть, либо вы сканируете каким-то образом, отправляете по электронной почте. Вот. Если есть возможность нарочно вручить, пожалуйста, нарочно. Но эти моменты у вас обычно в договорах ваших расписаны и прописаны, каким образом происходит уведомление, по каким адресам. Вот. Если этот порядок даже не расписан, я вам рекомендую воспользоваться всеми возможными средствами связи доступными. Это может быть даже сообщение на WhatsApp, это может быть дублирование на электронную почту. Я не знаю, если есть форма какого-то формуляр запросов на сайте, да, ваших контрагентов, даже туда уведомить. То есть всеми возможными способами постараться уведомить своего контрагента о наступлении чрезвычайного положения и о наступлении форс-мажора для вас. Потому что тот факт, что вы не сможете доказать и зафиксировать факт получения уведомления, не очень хорошо сыграет потом в вашу сторону. Даниэль, можно следующий слайд? Итак, я попозже скажу вам о том, как получить сертификат в торгово-промышленной палате. А сейчас дальше четвертое действие, которое вы должны сделать. Вы составили уведомление, отправили, зафиксировали. Теперь уже возникает стадия переговоров. Вам необходимо здесь тоже активно включаться, потому что определение дальнейшей судьбы вашего договора и то, на каких условиях вы, грубо говоря, разойдетесь или отсрочите исполнение, все будет зависеть от того, к каким договоренностям вы придете. И важно эти договоренности обязательно зафиксировать. То есть не так, что вы просто созвонились и как бы договорились отсрочить, и вроде бы ваш контрагент согласился, но это согласие и эта договоренность обязательно нужно зафиксировать в письменном виде, пускай даже путем обмена сообщениями через электронную почту. Желательно составить дополнительное соглашение,
Дополнительное соглашение составляется в том случае, если вы пришли к мнению, что вы можете исполнить обязательства, но, например, после снятия ограничительных мер, после снятия режима ЧП, и вы вполне себе можете продолжить исполнение своих обязательств по этому договору, ваш контрагент на это согласен, например, переждать это время, тогда вы просто заключаете дополнительное соглашение и продлеваете сроки исполнения своих обязательств. В случае, если исполнение этого договора становится уже ненужным или неактуальным для обеих сторон, либо для вашего контрагента, в этом случае вы можете тогда заключить соглашение о расторжении договора. Это в тех случаях, когда ваше исполнение, оно уже станет ненужным для вашего клиента или для вашего поставщика, и, в принципе, в этом случае можно соглашение о расторжении договора заключить. Но, пожалуйста, распишите в этом соглашении все те условия, на которых вы прекращаете свои отношения с контрагентом. Распишите, что дополнительно распишите, что вы не будете нести никакую ответственность, никакие санкции к вам не будут применяться. Вот. Будет ли возвращено то, что вы уже исполнили до этого, или будет ли это оплачено, до какого срока и так далее. То есть все необходимые принципиальные моменты, пожалуйста, распишите в этом соглашении о расторжении договора. Пятый пункт. Что делать, если ваш клиент или поставщик, ваш контрагент не согласен с вашими доводами о наступлении форс-мажора? В таком случае дальнейшее разрешение споров осуществляется только в том порядке, который вы закрепили в своем договоре. Это может быть судебный порядок путем обращения в судебные органы Кыргызской Республики. Это может быть так называемая арбитражная оговорка, если вы такую оговорку делали в своем договоре. Во всяком случае, вопрос разрешения споров уже будет отложен до момента, когда суды или там тот же самый Третейский суд начнут функционировать. Вот. И к этому моменту, значит, у вас уже будет вопрос по разрешению вашего спора. Важно этот период тоже просто не сидеть, не бездействовать и посмотреть сразу, для себя определить судебную перспективу, какая у вас будет, и установить перечень доказательств, то есть какие аргументы я могу в суде предоставить по этому поводу. То есть использовать это время для того, чтобы дополнительно подкрепить свои доводы о наступлении форс-мажора и дополнительно составить список доказательств, которые вы можете предоставить. Ну, грубо говоря, вы готовитесь к судебному разрешению вашего спора. Это в том случае, если ваш контрагент не согласен с тем, что форс-мажор повлиял на вас, что в вашем случае действительно были непреодолимые обстоятельства, по которым вы не исполнили свои обязательства. Теперь, можно следующий слайд? Теперь давайте посмотрим. Нет, не этот, да, вот этот. Теперь давайте посмотрим, как можно получить этот сертификат с торгово-промышленной палаты. Во-первых, на сайте торгово-промышленной палаты имеется положение о порядке освидетельствования форс-мажора. Он в открытом доступе. Вы можете пройти по ссылке, которую я оставила, и ознакомиться с порядком. Если очень-очень коротко, то вам необходимо предоставить заявление о получении этого свидетельства и приложить к нему следующие документы. Это копия контракта, копия спецификации, справка об объемах выполненных работ. Это звук выключен? В порядке? И документы, которые могли бы подтвердить наличие обстоятельств форс-мажора. В данном случае это может быть и указ президента, и приказы коменданта, то есть на эти нормативы вы тоже можете ссылаться. В необходимых случаях торгово-промышленная палата может запросить дополнительные документы. Пожалуйста, обратите внимание на то, что сертификат не выдается на какую-то одну организацию, он выдается по конкретному контракту. То есть если вы получили один сертификат, это не значит, что этот сертификат вы можете предъявлять всем своим контрагентам. Сертификат, он, грубо говоря, именной, то есть выдается по конкретному контракту, например, контракт номер 2 от такого-то, такого-то числа, и вы сможете применить его только к этому контракту, то есть отправить его к контрагенту именно только по этому контракту. Поэтому, если у вас сразу несколько контрактов или договоров, вам необходимо подать заявки по каждому договору.
Процедура такая не очень, не из самых дешевых. Вот если вы увидите, то стоимость выдачи сертификата для членов ТПП составляет 10 тысяч сомов, для нечленов ТПП 15 тысяч сомов. Оформление происходит в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления, но есть оговорка о том, что по просьбе заявителя сертификат может быть оформлен в течение 3 суток. Единственное, там непонятно расписано о том, какие основания могут быть для того, чтобы ускорить этот процесс. Ну, во всяком случае, есть возможность. Сейчас, кстати, ТПП на связи. Я вот во вторник буквально списывалась и созванивалась с уполномоченными сотрудниками. И я оставила контакты. У них сейчас сокращенный рабочий день. Работают только с 9 до часу. Есть рабочий телефон, вы его видите. И вы можете также через сайт ТПП написать им на электронную почту, какие-то вопросы, может быть, заранее уточнить. Вот, к сожалению, на сегодняшний день нет порядка подачи заявлений о выдаче свидетельства в электронном формате. Если среди наших слушателей есть лица, которые так или иначе относятся к торгово-промышленной палате, являются ее сотрудниками, членами и так далее, то я бы хотела попросить вас, пользуясь случаем, рассмотреть возможность именно сейчас в оперативном порядке принять некий регламент, может быть, о рассмотрении заявления в электронном формате, поскольку не у всех предпринимателей сейчас будет возможность физического доступа к офису торгово-промышленной палаты. Так, и можно следующий слайд. Даниэль, да. То, что мы до этого говорили, это мы говорим только о наступлении форс-мажорных обстоятельств и порядке уведомления. У нас есть также другой способ, это называется прекращение обязательства, то есть прекращение договора по сути. Этот момент регулируется 377 и 378 статьей Гражданского кодекса. Что нам говорят в этих статьях? Значит, обязательства прекращаются невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Это как раз-таки во многом отвечает сегодняшним реалиям. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванное обстоятельством, за которое ни одна сторона не отвечает, кредитор не вправе требовать от должника исполнения по обязательству. Сторона, исполнившая обязательства, вправе требовать возвращения исполненного. Что это значит? Вы уведомили о форс-мажоре, и, кроме того, вы просите в своем уведомлении не просто освободить от ответственности за неисполнение, но и просите прекратить договор, то есть расторгнуть этот договор. И здесь как раз-таки расписывается тот момент, что в этом случае кредитор — это не обязательно сторона по кредитному договору или договору займа. Кредитором в рамках гражданского законодательства понимается любая сторона сделки, которая имеет право требовать от другой стороны выполнения каких-то действий, да? А должник, соответственно, та сторона сделки, которая что-то должна сделать. Теперь смотрите, в этом случае, если вы уведомили о форс-мажоре, если вы указали причинно-следственную связь, ее обосновали, если вы приложили сертификат ТПП в тех случаях, когда он требуется, и есть все основания для того, чтобы считать эти обстоятельства непреодолимыми и не возникшими ни по вашей вине, ни по вине контрагента, в этом случае другая сторона сделки не вправе требовать от вас исполнения обязательства. Допустим, вы уже отправили товар, вернее, вам уже был оплачен предоплата за товар или за оказание услуг, но наступили форс-мажорные обстоятельства конкретно по вашему договору, и вы не можете исполнить свое обязательство оказать услугу, отправить товар. В этом случае, и вы понимаете, что вы уже его не отправите ни через месяц, или отправка через месяц потеряет свою актуальность, и вы понимаете, что вы, в принципе, уже не сможете исполнить этот договор. В этом случае вы можете апеллировать к 377 статье, и даже несмотря на то, что ваш покупатель уже оплату произвел, он не вправе требовать поставки товара или оказания услуг. Но при этом вы должны вернуть произведенную предоплату. Об этом говорит вот последняя строчка части, которую я выделила. Сторона, исполнившая обязательства, вправе требовать возвращения исполненного. Либо, например, вы уже отправили товар, он был получен, но теперь
по каким-то форс-мажорным обстоятельствам ваш покупатель не может вам оплатить, уведомляет вас об этом. В этом случае вы вправе требовать исполненного, то есть поставленного товара обратно. И есть такая ремарочка: в случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванного виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им обязательства. Допустим, вы поставили товар, вторая сторона не смогла его вовремя оплатить, доказала, что оплата не произошла по причинам наступления непреодолимых обстоятельств, предложила вам вернуть товар, вы каким-то образом в разумные сроки не ответили на это предложение или никаких действий не предприняли, либо, в общем, ничего не сделали для того, чтобы вернуть товар, то есть вы, получается, как кредитор проявили равнодушие, да, к своему поставленному товару. В этом случае, если вы, например, через месяц или через какое-то время вдруг вспомните, что у вас там товар невозвращенный, и потребуете возврата, в этом случае вы уже вполне возможно, что другая сторона сделки может воспользоваться пунктом 3, где указано, что если невозможность исполнения возникла в связи с виновным действием кредитора, то есть вашими действиями, то они не вправе не возвращать исполнение этого обязательства, не исполнять, вернее. Можно следующий слайд? То же самое, это такое же, в принципе, смежная ситуация. Если невозможность исполнения возникла в связи с определенными обстоятельствами, то в этом случае невозможность исполнения возникла в результате издания какого-то акта, ну, того же самого указа, приказа коменданта, указа президента. У нас даже были постановления мэрии о приостановлении деятельности определенных субъектов предпринимательства. То есть здесь такой же механизм, но единственное, здесь вы ссылаетесь не на сами обстоятельства, а на издание конкретного нормативного акта. На этом по форс-мажору у меня все. Давайте сделаем еще раз резюме. Можно вернуться на третий слайд. Еще. Следующий. Да. Резюмируя, да, вопросы о форс-мажоре. Итак, у вас есть два выбора. Если вы заинтересованы в сохранении отношений и в сохранении этого договора, даже после истечения чрезвычайного положения, после снятия ограничений, то вы можете просить только об освобождении ответственности в связи с тем, что наступили форс-мажорные обстоятельства. То есть вы своему контрагенту говорите: я заинтересован, отношения продолжаются, но прошу дать отсрочку, рассрочку, и либо как-то приостановить временно действие этого договора. Если вы знаете, что вы уже не сможете, даже после снятия этих ограничительных мер, исполнить этот договор, тогда вы действуете по второму пути. Это второй пункт прекращения обязательства. То есть вы ссылаетесь либо на 377, либо на 378 статью, и также в таком же порядке уведомляете вторую сторону договора, но при этом вы расписываете, указываете то, что вы хотели бы прекратить обязательства на основании этих статей, поскольку, в принципе, это уже невозможно и не актуально. Далее, теперь мы переходим к трудовым отношениям. Да, еще дальше. Да, вот здесь. Трудовые отношения — это тоже вторая часть проблематичная, которая сейчас возникла. Что делать и как оформлять, как начислять заработные платы, как устанавливать режим работы для сотрудников, как даже увольнять. Такие вопросы сейчас, к сожалению, стали очень актуальными. Вот. И я бы хотела тоже внести некоторую ясность в эти вопросы. Первое — это, во-первых, те инструменты, которыми я сейчас поделюсь, и те механизмы, о которых я скажу, они не носят универсальный характер. То есть я вам предложу несколько вариантов оформления, и каждый субъект, каждая организация, она должна принять для себя тот или иной инструмент, и даже, возможно, использование нескольких инструментов в одной организации. Все зависит от того,
какой организации вы сейчас относитесь? К организации, деятельность которой полностью приостановлена, либо к организации, деятельность которой приостановлена, но частично, ну и, наверное, никаких проблем не возникает у организации, деятельность которых вообще не приостановлена. Да? То есть вы видите, да, из этой картинки, что тех организаций, деятельность которых не приостановлена, их совсем немного, но большую часть, к сожалению, составляют те организации, деятельность которых на сегодняшний день невозможна. Следующий слайд. Таньер. Да. Итак, вот некоторые возможные варианты оформления условий труда, отдыха и оплаты работников в период чрезвычайного положения. Первое, что я бы хотела вам посоветовать, это, наверное, быть честными со своими работниками, быть максимально открытыми и обсудить эту ситуацию сложившуюся, потому что на самом деле ваших волнует их дальнейшая судьба. Я знаю, что и бизнес, то есть здесь можно понять обе стороны, и бизнес, и организации, доходы которых резко сократились, и им просто не из чего выплачивать зарплаты. В то же время понимаю работников, которые, в принципе, не виноваты, и таким образом, по обстоятельствам, которые ни от них, ни от работодателя не зависят, они потеряли, возможно, свой единственный источник дохода. Поэтому что делают компании в Кыргызстане? Первое, наверное, во-первых, вам нужно определиться, с какой категории компания будет. Та компания, деятельность которой вообще невозможна, ну, в этом случае тогда мы будем говорить об основаниях для увольнения. Та компания, деятельность которой, возможно, но частично прекратилась, но тем не менее в какой-то части какие-то отделы ее или какие-то отдельные сотрудники могут продолжать работу, для них есть варианты. Смотрите, во-первых, вам нужно разделить всех своих работников по категориям. Это категории работников, ну, грубо говоря, в услугах, в которых вы сейчас уже не нуждаетесь, или которых вы не можете обеспечить той же работой. Вторая категория — это работники, которых вы можете перевести на удаленную работу, то есть из дома по интернету, и работники Итак, тех сотрудников, у которых есть неиспользованные ежеоплачиваемые отпуска, как вариант, мы предлагаем оформить им отпуска для того, чтобы они могли совместить время нахождения в отпуске с временем объявления чрезвычайного положения. Вы не думайте, что это для вас дополнительное обременение, потому что обязательство по предоставлению отпуска и оплате отпускных, оно у вас существовало и до объявления ЧП. То есть это то, что вы должны были обязаны сделать или предоставить еще до возникновения чрезвычайного положения. Поэтому сейчас для того, чтобы найти такой консенсус, вы можете, в принципе, отправить сотрудников в ежегодный оплачиваемый отпуск в том случае, если они не получали этот отпуск, либо у вас есть перед ними задолженность по отпускам. Второй момент. Сотрудников, работа которых для вас важна, которая может осуществляться, но вы можете сделать это удаленно, мы рекомендуем заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам и вынести приказ об изменении условий труда. Этот момент у нас регулируется статьей 71 Трудового кодекса. Если вы посмотрите на часть 5, то там указывается о том, что, по идее, в общем порядке для того, чтобы изменить условия труда, необходимо как минимум за месяц уведомлять сотрудника, и он должен быть с этими изменениями согласен. Но сейчас ситуация такая, когда мы не можем этого себе позволить. И при этом часть 5 71 статьи, она позволяет без уведомления вот этого месячного изменить им условия труда на срок не более 6 месяцев, в случаях, если изменение условий труда касается, не знаю, большинства или всех работников. То есть законодатель говорит о том, чтобы в целях предотвращения массовых увольнений.
Поэтому вы можете вынести приказ, оформить дополнительное соглашение о том, что вы переходите на дистанционную работу. То есть вы меняете место осуществления трудовой функции. Этот пункт у вас всегда есть в трудовом договоре, если вы посмотрите. Обычно его указывают, что место осуществления работы, там, город Бишкек, там, офис организации такой-то, такой-то. Сейчас вы можете в этот пункт внести изменения, указать, что работа осуществляется на условиях дистанционно или на дистанционных условиях. При этом вы также можете изменить рабочий режим. Я понимаю, что сейчас, возможно, объем заказов значительно сократился, и сейчас уже нет необходимости обрабатывать заказы или осуществлять работу в режиме 8-часового рабочего дня. Поэтому, если вы знаете, что и заказов меньше, и работы стало меньше, вы можете сократить рабочий день. Но законодатель устанавливает ограничения не менее половины месячной нормы. То есть месячная норма общая для всех категорий. Если мы не учитываем исключения, то это 40 на 4, 160 часов в месяц. То есть не менее 80 часов в месяц. При этом оплата тоже соразмерно сокращается. То есть, если мы говорим, что не менее половины нормы труда в месяц, то, соответственно, не менее половины оклада. Опять-таки обращу внимание, тарифного оклада, не заработной платы, а оклада. То есть это та часть, которая указана в Трудовом кодексе, в Трудовом договоре. Допустим, если у вас установлены какие-то бонусы, премии, они предусмотрены либо трудовым договором, либо внутренними документами, то когда в Трудовом кодексе вы читаете упоминание оклада, это значит именно часть заработной платы. То есть как минимум по 50% базовой части вы можете обеспечить. Теперь, что делать с сотрудниками, в деятельности которых работу которой мы уже не можем обеспечить, то есть, например, если это были сотрудники фронт-офиса, да, там, не знаю, лица, которые непосредственно работали с клиентами вашими, у вас два варианта. Вы можете их перевести на другую должность. Допустим, у вас было кафе, и, соответственно, поскольку кафе сейчас все закрыты, но сохранилась опция приготовления и доставки обедов на вынос, то вы можете, в принципе, своих официантов перевести на должность там, курьеров по доставке, либо на должность кухонных работников. Секундочку. Такой перевод в условиях чрезвычайного положения тоже может осуществляться без согласия работника, но сроком на 1 месяц, не более 1 месяца. На более длительный период требуется согласие самого сотрудника. Потом бывают случаи, перевод не означает только перевод внутри одной организации. Допустим, если у вас несколько бизнесов или несколько организаций, и один закрыт, но в другом идет нехватка сотрудников, там нужно помочь вот в части доставки, в части приготовления или в какой-то другой части, вы можете переводить из одной организации в другую. Такая возможность тоже предусмотрена в условиях ЧП, и она называется, регулируется 73 статьей, называется «Временный перевод в связи с простоем». Вы можете перевести внутри своей организации, либо вы можете перевести сотрудников в другую организацию. При этом, опять-таки, сроком на 1 месяц. Все, что свыше 1 месяца, должно согласовываться с самим работником. При этом, если вы, как я говорила ранее, вместо того, чтобы предоставить работу официанта, перевели его на должность, например, курьера по доставке пищи, в этом случае его зарплата должна сохраняться по предыдущей должности. Можно платить больше, но меньше, чем вы оплачивали по предыдущей должности, нельзя. И последний вариант – это увольнение, самый, наверное, нежелательный вариант, но я понимаю, сейчас бизнес, который не может себе позволить, и тем более, если вы относитесь к той организации, деятельность которой полностью прекращена и, в принципе, не может осуществляться. К сожалению, для работников существует статья 88 Трудового кодекса, где указано, что наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, если данное обстоятельство признано решением правительства Кыргызской Республики, может являться основанием для прекращения трудового договора по обстоятельствам, независимым от сторон. Даниэр, можно поменять
пролистнуть немножечко презентацию. Еще дальше. Еще. И еще. Да, вот если вы видите... Нет, назад. Да, вот прекращение. Если вы видите, здесь на самом деле есть споры, в том числе среди юридического сообщества, по вопросу применения этой статьи. Если вы видите, то трудовой кодекс предусматривает, 88 статья, пункт 7, что наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений, является основанием, да? Кто-то включил микрофон. Теперь смотрите, есть, однако, еще и другая статья, это пункт 8 статьи 22 Конституционного закона о чрезвычайном положении, где указано, что в условиях чрезвычайного положения, в зависимости от конкретных обстоятельств, органы государственной власти вправе назначать и освобождать от должности руководителя государственных предприятий, а также запрещать увольнение рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам. Вот эта мера запрещать увольнение рабочих и служащих по собственному желанию, она также продублирована в указе президента 24 марта, которым вводился режим чрезвычайного положения. И в качестве мер, которые могут быть применены в этот период, этот пункт также обозначен, то есть запрет на увольнение рабочих и служащих по собственному желанию. Мы не будем сейчас, я сейчас не буду освещать, в чем здесь юридическая неточность и такой спорный момент, но во всяком случае, теперь смотрим, есть определенная так называемая нормативно-правовая иерархия. Когда вам кодекс говорит одно, а конституционный закон говорит другое, согласно этой иерархии мы должны руководствоваться конституционным законом. То есть, по сути, не увольнять по собственному желанию работников. Мы должны, несмотря на то, что в статье 88 Трудового кодекса указано, что возможно уволить в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, тем не менее конституционный закон нам это запрещает, и указ президента, соответственно, это нам запрещает. Но чем чревато, да, увольнение по 88 статье? Я полагаю, что сейчас очень многие организации на фоне паники сейчас абсолютно не уделяют должного внимания правильному оформлению увольнений. И даже в тех случаях, когда у вас были все основания уволить или перевести, или изменить условия труда сотруднику, изменить ему заработную плату, я допускаю, что сейчас многие организации не уделяют достаточное внимание именно юридической точности формулировок, юридической чистоте оформления этих документов. И это в будущем может очень плохо сказаться на этих организациях, потому что режим чрезвычайного положения рано или поздно закончится, рано или поздно мы справимся с этим коронавирусом. И я ожидаю, честно говоря, волну судебных исков в отношении работодателей, потому что сейчас это все делается в попыхах, быстро, неточно, неграмотно, и это все может потом сыграть на вас. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы очень аккуратно, очень вдумчиво относились к этим документам, к оформлению, изменению условий труда, к увольнениям, к предоставлению отпусков. Я бы хотела также предостеречь вас. Мне говорят, что существует такая практика о предоставлении отпусков без содержания. Согласно 133 статье, предоставление отпусков без содержания по инициативе работодателей запрещены. Кроме того, для предоставления отпуска без содержания есть определенные основания, то есть это должны быть конкретные личные или семейные обстоятельства, которые возникли у сотрудника. Понятное дело, что сейчас приостановка работы осуществляется не потому, что у конкретного работника какие-то личные обстоятельства возникли, а в силу объективных причин, это в силу чрезвычайного положения. И поэтому, если вы в своих организациях массово заставили всех написать заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, это большое нарушение. И по окончании чрезвычайного положения, возможно, это все выльется в соответствующие иски судебные.
У нас, к сожалению, подходит время для презентации, но я думаю, презентация вам будет доступна. Я точно не знаю только каким образом, может быть, сделают рассылку или можно здесь прямо с приложения скачать. Вы можете более подробно, можно, Даниэль, предыдущие слайды показать? Сейчас. Вы можете потом, после вебинара, более подробно почитать, что такое изменение существенных условий труда. И здесь вы видите, я делаю, если в отношении одного работника только одному работнику меняете условия труда, тогда вы руководствуетесь информацией, которая в левой части таблицы. Если это касается в отношении всех работников, то есть вы всех переводите на дистанционную работу, тогда вы руководствуетесь правой частью. Можно еще предыдущий слайд? И простой, да, также я сделала градацию. Слева это в том случае, если вы полностью приостановили свою работу, и справа это если вы частично приостановили свою работу. Те вопросы, когда я освещала моменты перевода в связи с простоем, когда вы можете с одной должности на другую должность перевести, это касается правой части, правая колонка, деятельность частично приостановлена. В случае, если вы не увольняете своего сотрудника, но вы в том, чтобы он с вами остался, потому что чрезвычайное положение рано или поздно остановит, снимут этот режим, тогда вы можете и обязаны оплачивать ему простой, согласно 172 статьи. В этом случае вы должны сохранить ему оклад в размере не менее 2/3. Даже если он не работает, тогда вы оплачиваете ему не менее 2/3. Поэтому я рекомендую вас рассмотреть возможность именно предоставления или перевода на режим дистанционной работы. Потому что в рамках режима дистанционной работы у вас есть возможность оплачивать не менее половины, то есть чуть-чуть меньше, да? Но при этом и сотрудник тоже работает меньше, только половину рабочего времени. Эти все файлики вам будут высланы и вам будут доступны, поэтому я предлагаю пока на этом закончить. Я понимаю, что вопросов уйма, и мы сейчас просто в таком формате, когда мы не сможем, да, можно было бы целый день проводить этот вебинар только на тему трудовых отношений и форс-мажора. Поэтому давайте перейдем, наверное, к сессии, к части, где мы сможем уже отвечать на вопросы ваши. Даниэль? Да. Спасибо. Отличная презентация. Даниэль, презентация будет же, да, доступна слушателям? Я думаю, да. Те, кто у нас сегодня участвует, я думаю, они смогут получить. Мы этот вопрос еще отдельно обсудим. Я думаю, проблем никаких не будет с этим вопросом. Отличная презентация, очень содержательная, темы очень как бы актуальные. И у нас есть пару вопросов в чате. Я бы хотел такой вопрос сейчас озвучить. Гульзат задает такой вопрос. Касается ли данной статьи Гражданского кодекса 356 отношений между банками и заемщиком? То есть уплата процентов тоже касается кредитов. Смотрите, я вас потеряла. Вы можете вернуться к 356 статье? Это 3-й слайд, если не ошибаюсь. Еще. Смотрите, дело в том, что здесь нету, в 356 статье, если вы ее внимательно прочитаете, здесь нету никаких оговорок относительно того, что форс-мажор или основания для освобождения от ответственности не применяются к каким-то конкретным отношениям. В данном случае к вашим кредитным правоотношениям. Плюс дополнительно к этой статье вы все уже, наверное, в курсе, что Национальный банк также выпустил постановление соответствующее, нет, назад, пожалуйста, соответствующее постановление, в котором он рекомендовал, да, банкам и финансово-кредитным учреждениям в целом
приостановить начисление пени, процентов и так далее, и дать отсрочку на 3 месяца. То есть в любом случае вы можете руководствоваться либо постановлением Национального банка, он тоже доступен на сайте Национального банка, либо непосредственно этой статьей. Просто если вы сделаете ссылку на постановление Национального банка, мне кажется, это будет либо на обе статьи, на оба источника также. Что рекомендуется заемщикам? Я знаю, что априори по умолчанию банки просто не будут предоставлять вам отсрочки. Существует заявительный так называемый характер. То есть вы не должны сидеть и думать, что вот форс-мажор, все об этом знают, вот нас банк вынес постановление, значит, это автоматически все мои платежи будут отсрочены. Нет, вы должны активную позицию занимать. Вам необходимо, во-первых, созвониться со своим кредитным администратором, связаться с ним по WhatsApp, по e-mail, по телефону, сообщить ему, что сейчас вы не можете в ближайший месяц-два, вы не сможете вовремя оплачивать этот кредит. Скорее всего, он вам предложит обратиться в письменном виде, потому что банки тоже не могут просто взять и всем приостановить. Для этого вы должны свое волеизъявление выразить. Поэтому вам необходимо написать заявление и направить его в банк. Можно даже по почте, я думаю. Некоторые банки даже сказали, что можно даже на WhatsApp отправить. Вот, то есть вы должны обязательно написать заявление, указать, что такие-такие обстоятельства мешают вам вовремя платить по кредиту, и вы просите на основании постановления Национального банка, вы просите предоставить вам отсрочку на таких-то, таких-то условиях. Соответственно, ваши все заявления будут рассмотрены кредитными комитетами этих банков, и вам обязательно об этом должны будут сообщить. Отлично. Еще один вопрос от Эльтегина. Имеем ли право, я так понимаю, они арендаторы, да, в торговом центре, право требовать или договариваться с арендодателем о снижении аренды? Какие права у арендодаторов в нынешней ситуации? Смотрите, да, это тоже хороший вопрос, и именно эти вопросы мне стали задавать буквально с первых дней введения чрезвычайного положения. Если вы вернетесь к алгоритму, который в презентации предусмотрен, 4-й пункт, вот, где мы рассматриваем, что делать, и вот 4-й пункт. Можно, да, Даниэль, показать? Так, какой слайд? Дальше. Вот где мы уже что делать пишем, расписываем. Что делать, да? Все. Да. Вот, и следующий слайд. И следующий слайд. Видите, мы уже 4-м пунктом, здесь нумерация сбилась, здесь вот смотрите, 4-м пунктом мы указываем. Да, в первую очередь арендаторам следует связаться со своими арендодателями, посмотреть в своих договорах аренды, в каком порядке вы должны уведомлять о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Я понимаю, что для вас это может казаться глупым, потому что и так все знают, что эти обстоятельства наступили, но тем не менее для соблюдения всех юридических нюансов вам необходимо посмотреть свой договор аренды, посмотреть, что там указано, что написано относительно форс-мажорных обстоятельств. Скорее всего, у вас там указано, что вы обязаны уведомить арендодателя о наступлении таких обстоятельств в течение стольких-то дней, допустим. Поэтому, ссылаясь на этот пункт договора, вы пишете ему уведомление в письменном виде о том, что вы просите, первое, во-первых, освободить от ответственности, потому что во всех договорах аренды, как правило, предусмотрены пени за просрочку оплаты. Вы просите, во-первых, освободить вас от пени. Во-вторых, если вы продолжаете использовать арендное помещение, но продажи упали, вы просите также уменьшить арендную плату. Если вы совершенно не имеете физического доступа сейчас к помещению и не можете осуществлять свою деятельность, тогда, конечно, либо об уменьшении арендной платы, либо о вообще ее неначислении. Но здесь необходимо отметить следующее. К сожалению, по законодательству нет обязанности арендодателя удовлетворять ваше заявление и прошение. То есть здесь активно вы должны проявить активную позицию. И вот именно в 4-м пункте я говорю
что нет. Только по результатам этих переговоров, если арендодатель согласен, либо если по каким-то, не знаю, ну, человеческим чисто факторам и качествам он вам позволит не оплачивать арендную плату или снизит ее значительно, только в этом случае можно закрепить эту договоренность в виде дополнительного соглашения. Опять-таки, если вам арендодатель разрешил, не надо удовлетворяться только тем моментом, что он вам на WhatsApp написал или там по телефону подтвердил. Скажите, пожалуйста, мы бы хотели закрепить это, чтобы в будущем не было никаких проблем. И в этом случае быстренько нужно сделать дополнительное соглашение, буквально коротенько, о том, что в связи с введением чрезвычайного положения в период с такого-то по такого-то арендная плата по такому-то договору не начисляется. И все, с двух сторон подписать, либо отправить друг другу и подтвердить через email. Ну, в любом случае, какие-то доказательства, чтобы у вас были. Просто телефонного звонка или там сообщения в WhatsApp, этого мало. Но опять-таки, резюмирую, это все на усмотрение арендодателя. Если он согласен, тогда он может снизить арендную плату, либо ее приостановить. Либо, если этот вариант был заранее предварительно предусмотрен в вашем договоре аренды. Но это как бы не во всех договорах аренды предусмотрено. Поэтому, если в вашем договоре это пункт есть, допустим, о том, что в случае возникновения обстоятельств, в силу которых пользование помещением по его прямому назначению невозможно, и этот период не оплачивается, часто такие пункты вписывают в договор аренды. Но в тех договорах аренды, которые очень простенькие, скачаны с Гугла или самостоятельно, как правило, эти пункты отсутствуют. Поэтому первое, что нужно сделать, это прочитать внимательно свой договор аренды. Если у вас есть какая-то возможность не оплачивать аренду именно исходя из положений пункта договора аренды, это хорошо. Если ничего про форс-мажоры, ничего про эти моменты не расписано, к сожалению, тогда только путем переговоров. Отлично. Так, к сожалению, просто по времени мы уже немножко вышли за рамки. У нас 1 час и 20 минут идет вебинар. Данияр, можно один момент буквально? Да, конечно. Я забыла об этом сказать, но у нас есть, к сожалению, категория работников, в отношении которых не заключались трудовые договоры. То есть есть определенные, ну, возможно, да, не совсем добросовестные работодатели, которые не заключали трудовой договор. К сожалению, им придется в судебном порядке после окончания ЧП подавать иски о признании трудовых отношений, о признании трудового договора заключенным в связи с тем, что их фактически допустили к работе, им начисляли заработные платы и так далее, и выплате всех этих гарантий и компенсаций, в том числе простоя там, и так далее, и так далее. Также у нас есть другая незащищенная категория работников, это те, которые осуществляли свою деятельность по так называемому добровольному патенту. К сожалению, если ваши отношения с вашим работодателем оформлены через добровольный патент, то есть на основании гражданского договора об оказании услуг, а не на основании трудового договора, вы также не имеете сейчас право на вот эти компенсации, которые Трудовым кодексом предусмотрены, на оплату простоя, там, на оплату при измене существенных условий труда. К сожалению, эта категория работников у нас тоже не защищена, потому что характер их отношений, он не носит трудовой. То есть их отношения не регулируются трудовым законодательством, они регулируются гражданским законодательством. С такими сотрудниками работодатели, так называемые, очень просто прекратят отношения, они просто посмотрят договор, какой порядок там установлен, возможно, там установлен односторонний порядок путем направления уведомления. То есть с ними очень легко будет расторг. К сожалению, эта категория работников у нас официально не защищена сейчас. У меня все. Хорошо. Тогда, я думаю, можем закруглиться. Единственный один вопрос я бы хотел вам задать. Насколько вот случаи или же заявления в судебные органы о форс-мажоре исполняются? В каком плане? Смотрите, как я говорила ранее, конкретно, индивидуально будет рассматриваться каждый контракт, и индивидуально будет рассматриваться каждая обязанность по контракту, которая не была выполнена. Мы не можем говорить о том, что все знают, что у нас ЧП,
Соответственно, я по умолчанию просто перестала исполнять свои обязательства. Нет, такое недопустимо. Вы должны обязательно указать причинно-следственную связь, то есть, что конкретно наступление этих обстоятельств привело меня к этому пункту, и что именно в силу этих обстоятельств я не могу надлежащим образом исполнить свои обязательства. Опять-таки расскажу, вот повторю свой пример. У меня есть по одному контракту обязательство сделать исследование законодательства, да, и предоставить отчет. И есть обязательство, например, представлять интересы в судебных органах. У нас есть решение, да, по которому деятельность судебных органов сейчас в городе Бишкек приостановлена, да, здесь определенных категорий дел. Соответственно, это обязательство я точно не могу исполнить. И форс-мажор действительно на меня влияет в этом случае, и это будет обосновано. И в случае, если мой клиент подаст на меня в суд на том основании, что я не представляла его интересы на определенном заседании, скорее всего, я полагаю, что суд не будет удовлетворять такое заявление, потому что здесь есть объективная причина, почему я не могла прийти в суд, да, потому что суд не работал, потому что ограничено было движение по городу согласно приказу коменданта. Но другой контракт у меня есть например, на исследование законодательства. Никакое ЧП на сегодняшний день мне не мешает сидеть дома и проводить это исследование. У меня есть интернет, у меня есть электричество, у меня есть все средства связи. Поэтому, если в этом случае я просто перестану отвечать своему клиенту и перестану работать, и он подаст на меня в суд, то, конечно, в этом случае у него все шансы, что его заявление будет удовлетворено, потому что в данном случае характер исполнения вот этого обязательства, он никак не связан с теми ограничениями, которые мы сейчас испытываем в связи с режимом ЧП. Поэтому каждый контракт, первое же было, одно из первых действий, это разделить свои контракты исполнимые и неисполнимые. И вот по исполнимым контрактам мы продолжаем, по неисполнимым мы предпринимаем меры, то есть уведомляем о форс-мажоре, смотрим, можем ли мы неисполнимый контракт в принципе исполнить в будущем, тогда мы просим об отсрочке, в принципе, и в будущем не сможем его исполнить, тогда мы просим прекратить действие этого договора. То есть все будет рассматриваться индивидуально. Отлично. И действительно, это, наверное, будет последний вопрос. Так, вопрос пришел, возможно ли заключить договор дистанционно? Смотрите, в некоторых договорах мы, например, прямо предусматриваем, что настоящий договор заключается путем обмена подписанными сканами, да, в электронном виде. То есть если вы такую возможность в самом этом договоре предусмотрите, что вы будете считать договор заключенным с момента обмена подписанных сканов, то такой договор будет считаться заключенным. Просто вы должны об этом прямо предусмотреть в вашем так называемом дистанционном договоре. Вы должны прямо предусмотреть эту возможность, что он вступает в силу с момента, когда обе стороны обменяются подписанными соглашениями. Спасибо. Данияр, мы забыли поделиться контактами. Там, если я не ошибаюсь... Вот да. Как раз я этот слайд поставил сейчас, вы видите? Я да. Ага, отлично. Тогда вот как раз наши контакты нашего юриста, нашего гостя сегодняшнего. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете обращаться напрямую к ней, а также через нас. Вот. И были вопросы относительно пика нашей деятельности. Мы работаем с совершеннолетними гражданами, поэтому, в принципе, если 18 лет и выше, они могут участвовать в наших программах. Относительно участия жителей из города Ош, мы будем, если и у них есть такая возможность здесь, в Бишкеке, участвовать, никаких ограничений нет, можно удаленно, в принципе, тоже никаких ограничений нет. И в будущем мы тоже планируем открывать, это уже когда карантин закончится, весь этот кризис пройдет, тоже есть план открытия следующего центра в Аше. Спасибо, мы тогда закругляемся. Спасибо всем за участие. Я думаю, мы провели сегодня отличный вебинар, очень полезная информация для наших предпринимателей. Кстати говоря, мы будем продолжать такие вебинары. Следующий наш вебинар планируется на следующей неделе, 8 апреля в 2 часа.
у нас будет гость Улан Джумашев, он будет говорить про CRM-системы. И дальше мы будем в пятницу, это уже получается 10 апреля, у нас гость Назар Тургангазиев, он будет говорить о коммуникациях в этот сложный кризисный период. Спасибо всем, до свидания.